преддверии 9 мая реконструированный парк Победы открыли в городе Лаишево нашего района. В обновленном парке появилась стена памяти, аллея героев и музей боевой славы. На стене памяти высечены имена лаишевцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Из района на фронт ушли 15 422 человека, из них не вернулись 11 355. В музее боевой славы собраны экспонаты, отражающие историю участия воинов в Великой Отечественной войне. Аллея героев включает 6 скульптур. 4 бюста увековечили лаишевцев, героев Советского Союза: Козлова Степана Игнатьевича, Малышева Алексея Петровича, Сергея Александра Терентьевича, Матвеева Ивана Степановича. 2 скульптуры посвящены полным кавалерам Ордена Славы: Забарову Каюму Закировичу и Наумову Петру Ивановичу. Равнение на середину. В парке была заложена аллея героев. И сегодня, 70 лет спустя, мы снова пройдем обожженными километрами выстраданной боли и памяти. Наши земляки героически сражались с врагом на всех фронтах. Многие из них были отмечены высокими наградами. Уважаемые участники Великой Отечественной войны, уважаемые вдовы, труженики тыла, уважаемые гости нашего праздника. Сегодня, в канун 70-летия Великой Победы, в нашем городе происходит значимое событие. Мы присутствуем на открытии в реконструированном парке Победы стены памяти с именами наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также аллеи героев. Реконструкция парка стала возможной при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, участию организаций и предприятий района, вкладу всех жителей города. Станет больше еще одним символом увековечения мужества и героизма. Это дань глубокого уважения к подвигу наших земляков. Местом, где взрослый и ребенок может остановиться и подумать о прошлом, настоящем и будущем. Пусть видят, пусть знают, пусть помнят. События сегодняшнего дня еще раз напоминают нам о том, что победа в Великой Отечественной войне никогда не забудется. И сегодня тому пример в Лаишевском районе, который вспоминает дни, когда уходили на фронт ветераны. Записывайте у своих дедов, прадедов, записывайте просто у чужих людей воспоминания. Пройдут годы, пройдут десятилетия, и вы с гордостью скажете: я общался, я слушал вот это его воспоминание.